Миляуша Фагимовна, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос, тоже довольно-таки актуальный. Можно ли использовать средства материнского капитала для обучения в автошколе? Это, конечно, очень важный вопрос, и он довольно-таки частый, потому что сейчас родители всецело обучают своих детей и хотят, естественно, чтобы государство немножко в этом плане помогло. Да, можно, если у автошколы есть своя лицензия на образовательную деятельность. Притом некоторые условия должны соблюдаться. Если, допустим, направить средства мат-капитал, можно лишь в том случае, если ребенку, на которого выдан материнский сертификат, исполнилось 3 года. И если человек, этот молодой человек, не старше 25 лет, обучающийся. Притом могут одновременно несколько детей учиться в автошколе. И это тоже возможно, если соблюдаются эти условия. Ребенок, на которого оформлен сертификат, должен быть более 3 лет. И ребенок, обучающийся, не должен быть старше 25 лет. В этом случае, да. Хочу оговориться, что договор должен составляться обычно это мама, с получателем этого сертификата. Иногда бывает у нас отцы получают. Именно получатель сертификата имеет право составлять договор от своего имени с включением обучающегося ребенка в этот договор. Это обязательно тоже условие. Понятно, спасибо. Давайте еще раз остановимся на таком вопросе, тоже очень злободневном, актуальном, о фактах мошенничества. Расскажите, пожалуйста, Миляуша Фагимовна, чего остерегаться, на что нужно обращать внимание? Мошенничество сейчас вступило в очень такую большую уже силу, и они пользуются доверием людей. И наш социальный фонд – это такой объект, который всегда у нас на слуху. И мошенники теперь придумали новую схему. Они представляются работниками социального фонда и начинают пугать получателей пенсии тем, что если они не назовут свои персональные данные, то выплата пенсии приостановится. И человек, естественно, начинает дергаться и называть свои паспортные данные, в том числе вот эти СМС-коды, которые им абсолютно всем необходимы для того, чтобы зайти в те же госуслуги для определенных мошеннических действий, для СМС-коды из банковских карт. Люди начинают их называть. Я хочу сказать, что социальный фонд никогда не спрашивает персональные данные. Они у нас уже есть. У всех людей, которые проходят через нас, которые получают пенсии или какие-то пособия, все персональные данные у нас есть. Мы их никогда не запрашиваем. Мы никогда этого не спрашиваем, никогда не спрашиваем СМС-коды. Никогда. Поэтому, если вы все-таки столкнулись с такими мошенниками, просто надо прекратить разговор. Вот и все. Никогда не надо называть таким людям все свои персональные данные. Ни СМС-ки, ни свои паспортные данные, никакие персональные данные не должны называться. Нам они не нужны, у нас они уже есть. И мы не ходим тоже по людям, скажем так, по адресам и ничего обычно не выясняем. Никогда. Они даже могут сказать, что они могут записать в МФЦ для определенных целей. Все что угодно. Но никаких персональных данных нельзя называть. Вот. Я призываю все-таки быть поосторожнее нашим людям. Понятно. Спасибо большое, Миляуша Фагимовна, за содержательные ответы. Спасибо. Надеемся, что все они помогут нашим читателям, нашим подписчикам. Спасибо вам, что пригласили.